История города Сухум вершится прямо на наших глазах. Именно так президент Абхазии Бадра Гунба охарактеризовал масштабную реконструкцию столичной набережной. Сегодня по обновленному променаду уже гуляют десятки горожан и гостей столицы. А ведь еще недавно этот грандиозный проект вызывал у многих сомнения. И по срокам все соблюдено. И самое главное, я думаю, что у каждого есть возможность убедиться, что реконструкция набережной, все работы проделаны очень качественно, достойно. Это на века. Хотел бы поблагодарить Сергея Владимировича Кириенко в вашем присутствии от имени народа Абхазии за то, что именно он инициировал реконструкцию. Он детально погружался во все аспекты, в том числе и в ход реализации по срокам. Я благодарен Сергею Владимировичу за ту работу, которую вы проделали. Это действительно колоссальная работа. Я искренне уверен, что Сухумская набережная – это самая красивая набережная на Черноморском побережье. Да? Ну, она у меня такой с детства всегда была. И вот когда мы в прошлом году проходили по набережной, ну, честно говоря, было немножко больно, что такая красивейшая набережная в таком состоянии. Да? И то, что она сегодня и жители Абхазии, и вот те детишки, которые сегодня проходили, чьи мечты закладывались в капсулу, что они будут ходить гордиться, что сотни тысяч, миллионы туристов, которые будут приезжать, они будут ходить и гордиться. Мне кажется, это очень важно. Сегодня обновленная набережная – это не просто место для прогулок, а символ возрождения и глубокой исторической памяти. Именно здесь, у памятника неизвестному солдату, на одном из отреставрированных участков глава государства Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко почтили память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, возложив цветы к мемориалу. Реконструкция легендарной Сухумской набережной велась одновременно на 4 участках. Этот масштабный проект стал возможным благодаря колоссальной поддержке российских регионов Башкортостана, Татарстана, Нижегородской области, а также содействию международного аэропорта Сухум и абхазских предпринимателей. На участке, который восстанавливала Республика Татарстан, высоких гостей встречали с особым колоритом, национальными песнями и зажигательными танцами. Этот проект гораздо больше, чем просто возвращение исторического облика столицы. Это мощный импульс для развития туризма, экономики и создания новых рабочих мест. В процессе работ строители столкнулись с неожиданными, поистине бесценными археологическими находками, которые вновь подтвердили древность и богатство абхазской культуры. Преображение набережной – это мост в будущее для новых поколений и яркое свидетельство нерушимой дружбы между Абхазией и Россией. Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская область. Эти регионы всегда связывали добрые отношения с Абхазией. Так было в 90-е. Добровольцы из этих регионов воевали здесь, отдавая свою жизнь за освобождение абхазской земли, за суверенитет Абхазии, поддерживали в самое сложное время. И то, что вот сегодня, знаете, вот мы сейчас проходили, со строителями разговаривали, я хотел бы сейчас сказать огромные слова благодарности руководителям этих регионов, Рустаму Галиевичу Миниханову, который здесь присутствует, Ради Фаридовичу Хабирову, который был вчера вечером должен был улететь, Глебу Сергеевичу Никитину, руководителю Нижегородской области. Знаете, я точно понимаю, что они вложили сюда не только ресурсы, средства, не маленькие. Да? Это успешные, хорошие, очень высоко развитые регионы Российской Федерации, но, поверьте, у них есть чем заняться у себя. Да? То есть им много что можно сделать у себя, они эти силы потратили здесь, воссоздавая Сухумскую набережную.
Но вопрос здесь не только в средствах, которые они в это вложили. Видно, что каждый из них частичку души вложил. Отдельно Сергей Кириенко отметил научную ценность археологических изысканий, которые развернулись на набережной. И хотя изначально раскопки не планировались, они принесли сенсационные результаты. С присущим ему юмором Кириенко поделился деталями дружеского спора, который он выиграл у археологов. Как только археологи зашли в глубину, уже трудно понять, когда они остановятся, потому что они с каждым погружением спор они мне проиграли. Да, мы с ними договаривались, они обещали месяц, потом 3 месяца. Мы поспорили на эти 3 месяца. Да, значит, они проиграли, признали свой проигрыш. У меня было право, как у победителя этого спора, высказать любое пожелание. Я их попросил что-то не такое ценное из археологического раскопа, значит, предоставить для того, чтобы в доме музыки абхазской, которая восстанавливается и к концу года будет, чтобы там не только музыкальные инструменты были, но чтобы там была какая-то частичка истории Абхазии. Президент Бадра Гумба выразил глубокую признательность каждому строителю, архитектору и рабочему. Последние 1,5 месяца погода словно испытывала людей на прочность. Проливные дожди и нетипичные для этого сезона холода усложняли работу каждый день. Но строители не отступили. Полностью разделяю позицию Сергея Владимировича, что они вложили сюда, конечно же, в первую очередь душу. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был сопричастен к реализации этого проекта. Строители, инженеры, кураторы, главы Башкирии и Татарстана с гордостью рассказывают о проделанной работе и строят планы. Как вы видите, неплохо мы поработали, но это только первый этап. Мы вот с коллегой договорились, что в течение 2 месяцев наши не только где люди пешком ходят, там вот это набережная, но и зеленая часть этих территорий будет облагорожена, и она будет служить. Конечно, для нас большая честь, что мы наши исторические дружеские отношения, братские с абхазским народом увековечили теперь в этой части набережной. С абхазским государством у нас давние союзнические отношения, поэтому мы видим, что абхазы традиционно любят россиян, башкортостанцев, татарстанцев. И, в общем, нам это приятно констатировать. И вот этот огромный инфраструктурный проект, который, в общем-то, наверное, бы мечтал и многие другие города получить, он по праву получил, реализован сейчас именно в Сухуми. Основной променад полностью готов, однако впереди еще важный этап – модернизация инженерных коммуникаций и благоустройство парковой зоны. Объем задач остается внушительным, и координировать его будет специально созданная дирекция Сухумской набережной – ключевое решение для сохранения качества работ. Искренне радуется тому, что у нас сегодня такая благоустроенная набережная. Это первый этап реконструкции, и реконструкция продолжается. Сейчас по зеленым зонам будут продолжены работы, и действительно, не побоюсь этого слова, считаю, что у нас одна из лучших набережных в Черноморском побережье, за что еще раз хочу поблагодарить наших коллег и друзей и братьев из Российской Федерации. Стороны обсудили и другие важные направления сотрудничества, в частности, проведение 2-го этапа кадрового конкурса команды Абхазии и развитие сельского хозяйства. Ведь текущий 2026 год объявлен в республике годом села, и аграрный сектор уже демонстрирует первые убедительные результаты. Официальный год села заканчивается в декабре, но это не говорит о том, что мы после этого не будем обращать на село. Мы только стартуем в рамках данных сельских программ и поддержки села. Для нас это ключевая история, потому что село – это возможность сохранить свою самобытность, культуру, традиции, язык. Если потеряем село, мы потеряем и свою историю. По мнению Сергея Кириенко, проект команды Абхазии и другие образовательные платформы доказывают, главное богатство республики – это ее талантливые люди. Вчера мы встречались вместе с Бадырзурабычем не только с победителями команды Абхазии, и с победителями конкурса «Гостеприимная Абхазия», и с победителями конкурса «Абхазия рекомендует», и с участниками образовательных программ мастерской новых медиа. Значит, очень талантливые, очень яркие люди, знаете, прям у меня очень приятное
теплые ощущения вчера остались, потому что глаза горят, видно, насколько они мотивированы, насколько они талантливы, видно, насколько они любят свою родную республику и насколько они готовы не просто ждать и говорить, ну, почему там кто-то чего-то не делает. Они готовы делать, они готовы менять жизнь свою собственную, жизнь людей, которые находятся вокруг них. Это, на мой взгляд, главное богатство Абхазии. Сегодня Абхазия демонстрирует комплексный подход к своему будущему, пока набережная Сухума становится лицом обновленной, открытой миру республики. Объявленный год села укрепляет ее внутренний экономический фундамент, а молодые лидеры из проекта «Команда Абхазии» получают в руки инструменты, чтобы этим будущим управлять. История пишется прямо сейчас, и судя по обновленному облику древнего Сухума, у этой истории очень светлые и созидательные перспективы. Гугу Савардания, Лилиан Маршан, Давид Хашик, Абхазское телевидение.